В 2015 году учебник по истории Абхазии 10-11 классов с древнейших времен до наших дней был переиздан и дополнен новыми фактами современной истории нашего государства. Его авторами являются Олег Бгашба и Станислав Лакоба, которые хорошо известны в научных кругах. Во втором дополненном и переработанном издании в 4 главе появились новые параграфы о президентских выборах и внутриполитическом кризисе 2004-2006 годов. Абхазия – признанное государство. Президентские выборы 2009 и 2011 годов и параграф о досрочных выборах президента Абхазии в 2014 году. Последний вызвал массу недовольства общественной организации Айтайра. И в своем заявлении от 4 ноября текущего года Айтайра требует от власти изъять книгу из обращения, считая, что в переизданном учебнике имеет место фальсификация событий 2013-2014 годов. Между тем, авторы учебника считают, что все интерпретируемые события, о которых идет речь, подтверждены фактами, свидетелями которых были они сами. Вот. Ну, вы знаете, что я могу сказать, что книги вообще с конца не читают, их надо вообще читать с начала, эти книги. Ну, кому-то что-то не понравилось в освещении современной истории, можно сказать, истории новейшего времени. Но так это было. Не надо путать историю Абхазии со своей личной историей. К сожалению, мы сталкиваемся именно с этим. Раньше фактически боролись просто даже за название, чтобы Абхазия была в названии, история Абхазии. А сегодня кое-кто додумался до того, что надо изъять, сжечь там и все такое. В последние годы был дефицит учебников по истории Абхазии. В течение 5 лет авторы работали над изданием. Историк и археолог, соавтор учебника Олег Бгашба отметил, что при его создании они постарались объективно отразить все события, происходящие в нашей стране. Я просто был очевидцем и писал, так же, как и Станислав, то, что видел, без всяких выводов. Никаких особых там выводов нет. Я потом еще раз, когда это возникла ситуация позорная, когда история Абхазии становится заложницей, там даже, я слышал, просто это не попало в доклад, но слышал, что одни хотят, сейчас не хочу фамилии называть, одни хотят сжечь. Это у нас уже, я помню, бывало здесь, правда, грузины жгли Воронова книгу в мире архитектурных памятников. Еще там насчет одной книги близкого мне человека всякие были инсинуации. Это позорное явление, когда научная работа становится флагом каких-то политических, политических неурядиц. Хотя там о политике вообще ничего. Там просто констатируются факты, что было. Вот. Никаких особых выводов. И если вы обратили внимание, вообще у нас 2004-2005 год, это вообще чуть война не началась, гражданская. Там тоже старались быть, даже мы давали, и эту тоже главу давали людям. Думаете, что? Мы все это как будто сами спрашивали, а как это, не является каким-то пристрастием или что-то. Все, кому давали, причем людям, значит, которые даже вне этого находятся, все равно все. Да вот мой этот аспирант прочитал и удивился, там ничего. Вот когда он все это услышал, ничего нет, и тоже, говорят, откликнулся. Соавтор учебника Станислав Лакоба рассказал и о других дополнениях, которые вошли в издание. Оно сильно отличается от предыдущего. Иллюстрации и новая подача материалов, которые легко усваиваются школьниками. Такого издания не было, оно не выходило. Если посмотреть даже методическую часть, вот очень хорошо поработали тоже авторы. Здесь вопросы и задания к параграфам, к разделам, главам. Здесь очень богатый материал, хронологический материал, то есть хронология фактически до сего дня. И вот как называется, с древнейших времен до наших дней. Такой попытки у нас не было еще, чтобы так подробно осветить историю Абхазии. В рецензии книги говорится, что в ее основе лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии, не изолировано, а в тесном взаимодействии с другими народами и древними цивилизациями. За последние годы выявлены археологические материалы, архивные документы и письменные источники, позволившие рассмотреть многие исторические события. Это относится к древнему периоду, средним векам, XIX, началу XXI веков, в подходах к которым появился целый ряд новых тем и акцентов. Есть очень много других материалов, которые на самом деле уникальны. Я имею в виду древнего средневекового периода. Нужно отметить также вот и период
Абхазия в эпоху феодализма. Вот Абхазское царство, например, видите, 8-11 и даже с 8 по 13 век Абхазское царство. Ну, раньше публиковали 8-10 век, начало 11, вот. А здесь до 13 века. Вот очень много документов и материалов новых, дополнительных, которые, в общем, очень многое по-новому освещают. Это, допустим, события гудаутские 1931 года. Приводятся уникальные документы, которые в последнее время были опубликованы в Москве, о деятельности, скажем, ГПУ в Абхазии, Закавказского ГПУ, что происходило на Дурипском сходе, какая была ситуация, какие были лозунги, каким образом происходил обмен коллективизации на автономию в составе Грузии, почему это происходило. Вот подробно говорится, как понижался статус Абхазии в советское время. Подробно, тоже можно сказать, впервые говорится, когда была восстановлена государственность, что она была восстановлена в мае 1918 года, а в Грузии она была позже, 26 мая, в Абхазии 11 мая. Это в составе Горской республики все происходило. Приводятся карты, документы, свидетельства. История, наука объективна и субъективна одновременно. Мнения по поводу исторических событий и фактов всегда будут разниться, считают в Министерстве образования республики. Данная книга была одобрена министерством, и по ней школьники Абхазии занимаются с начала текущего учебного года. Учебник охватывает период с древнейших времен до сегодняшнего дня. В последних параграфах учебника освещены события, современниками которого являемся все мы, и авторы учебника, и сами учащиеся, их родители и учителя. В истории много вопросов, и они будут возникать постоянно. Это вопросы, касающиеся древнейшего периода истории Абхазии, периода складывания Абхазского царства. Это и события 19 века, начало 20-го, 21 века, соответственно. За основу нового издания взят учебник по истории Абхазии с древнейших времен до наших дней, который вышел в 2006 году. Это не единственный учебник, по которому образовательные учреждения республики изучают историю Абхазии. Переизданный учебник был выпущен тиражом 8 тысяч экземпляров. Однако на полки книжных магазинов книга так и не попала. Обновленная история Абхазии была выпущена не для продажи. Все учебники, изданные по заказу Министерства образования, школы получают бесплатно. Учебники должны обновляться и переиздаваться каждые несколько лет. Ведь то, что происходит здесь и сейчас, завтра уже будет историей. И мы должны ее донести до подрастающего поколения как можно объективно. И с этим трудно поспорить. Сима Аргун, Тимур Гугохи, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.